Испытано на себе. Друзья, это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. И сегодня в рамках этого проекта мы вам расскажем про нашу интересную поездку в Чокурдах, в Алайховский улус. И начнем мы свое повествование с аэропорта города Якутск. У нас еще есть время до начала регистрации, даже еще где-то несколько минут. Ну а, как вы можете видеть, у меня в руках целых 3 ячейки. В принципе, их можно провозить в качестве ручной клади. Ну а непосредственно в Чокурдахе за вот такие вот ячейки дают очень-очень много денег. Да? Они там стоят очень дорого. Вот. Дефицитный такой достаточно товар для севера, поэтому мы его берем с собой. Ну а цели у нас в Чокурдахе достаточно интересные. Мы посетим День охотника, посмотрим на соревнования, на это мероприятие. Ну и, конечно же, я думаю, не обойдется без подледной рыбалки и очень интересных тем, которые касаются именно севера нашей республики. Вот. Ну что, я думаю, будет интересно. Поехали! Так совпало, что вместе с нами летела команда эстафеты огня международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля этого года. Сама эстафета стартовала 20 марта с Хангаласского района, а финиш состоится 26 июня на торжественной церемонии открытия игр на стадионе Туймада в городе Якутске. Мы хранители огня, мы бережем. Вот у нас стоит лампа эстафеты с огнем, все эстафеты, которая будет уже зажигать чашу огня игр спортивных 8 26 июня 2024 года. И мы сейчас летим в Чокурдах, будем проводить там эстафету огня. И далее мы уже вылетаем обратно в Якутск. И завтра же ночью вылетаем уже в Черский. То есть у нас еще до конца мая будет очень много полетов на все северные районы. То есть дальше у нас уже будут Колымские улусы, Нижний Колымск, Верхний Колымск, Средний Колымск. Ну и далее у нас уже будет наземный этап. Это уже последний этап будет до зажжения огня. Уже непосредственно на стадионе. Да, это у нас транспортный ящик. Вот. Огонь у нас постоянно находится здесь. корабля на бал буквально, как только мы приземлились в аэропорту поселка Чокурдах, сразу на выходе есть ощущение праздника, потому что здесь проходит эстафета огня спортивных игр «Дети Азии». Ну а сейчас мы немножко обогнали события, то есть мы находимся уже в центре поселка. Здесь на главной улице вы можете видеть большое количество местных жителей, которые готовы встретить эстафету. Ну и также обратите внимание, вот здесь рядом со мной находятся также участницы в прекрасных национальных костюмах. Ну и мы сейчас в ожидании этого действительно замечательного, интересного события здесь, в поселке Чокурдах.
свободное, братских народов союз вековой. Испытано на себе. Северное гостеприимство. После эстафеты огня мы пришли на ужин в дом Максимовой Марии Ивановны. Нас встретили оладушками и морожкой и, конечно, вкуснейшей северной строганиной. Мария Ивановна работает медсестрой и является руководителем женской экспедиции Инди, которые проехали на снегоходах по северным улусам 28 тысяч километров. После ужина мы прогулялись по вечернему Чукурдаху с семьей Шагабеевых. Рустам является главой Чукурдаха, а Розалия является генератором и воплотителем культурно-массовых мероприятий поселка. Именно она пригласила нас в Чукурдах на День охотника, и благодаря ей состоялось наше знакомство с Алайхой. Следующий день у нас начался с приготовления уникального блюда. Его рецепт передается из поколения в поколение жителями поселка Русское Устье. Итак, записываем, какие ингредиенты нам понадобятся. Приготовили листочки? Хорошо. Итак, пишем: свежий муксун и соль. Больше ничего. В итоге у вас должен получиться вот такой наивкуснейший пирог. Блюдо называется тельно или тельное. Вкратце про рецепт. Отделяем филе рыбы, пропускаем через мясорубку с мелкими отверстиями. Добавляем соль. Соль можно не жалеть, около 3 ладошек. И немного воды. Руками перемешиваем, взбиваем фарш. Он должен стать как пластилин. Если муксун не самый свежий и не достигает нужной консистенции, либо вы используете, например, более жирную рыбу, то можно добавить немного муки. Отдельно обжариваем кожуру с жиром рыбы, сливаем жир и солим. Начинку эту не жарим, а немного тушим.
Раскатываем фарш в овал, кладем начинку и закрываем фаршем. Обжариваем на сковороде. Примерно за 20 минут нужно по 2 раза обжарить каждую сторону. Затем даем блюду остыть. После этого кладем в холодильник на ночь. На выходе получаем очень вкусный пирог, который по консистенции можно сравнить с мягким сыром. Тельно отлично дополняет рыбий жир в качестве соуса. За этот рецепт благодарим жительницу поселка Чокурдах, уроженку Русского Устья Тамару Климову. Это точно рыбий жир? Да. Совершенно другие эмоции. Да. Это не растительное масло. Получается, муксун, он сам по себе, как вы сказали, суховатый, но это рыбий жир дает прямо Да. ему, раскрывает его с другой стороны всем. И уже не так сухо. Вот мы так резали, на тарелочку нарезали и сверху поливали. Потихонечку блюдо среди рыбных блюд у меня на первое место переносится тоже. Вот так. Все-таки оно выходит на первое место. Да. Ну, можно еще горячее попробовать. Так, сейчас мы переложим его на косточку. Вот оно Так. уже и мягче. Да, помягче. Давайте, наверное, с краешку, да, его попробуем. Давайте. Или как? Или тоже покажем Да, разрез. разрез, чтобы все было поровну. Вот еще сок вытекает. Опа, он чуть не дорезал. Да, совсем другая консистенция. Но он еще, скорее всего, должна еще, вот мы видим, что он парит, выходит, Да, наверное, влага, да. и он уплотняется, да? Так. И такое ощущение, что сюда, наверное, рыбий жир Уже можно и не добавлять. Пока не добавлять. Потому что он Вот, такой, видите, он вот, как будто бы рассыпается. рассыпается. Да? Мгм. Потому что не остыл. Мгм. Потому что он горячий. Так, давайте сейчас я... Ну, по виду, кажется, тоже очень вкусно. Так, Очень горячий. очень горяченько. О. М. М. Бедный оператор. Друзья, рекомендую. Мне кажется, и в горячем, и в холодном виде очень шикарное блюдо. Поэтому запишите рецепт. Муксун Муксон? и соль. Испытано на себе. Поездка в Чокурдах и, конечно, тема рыбы, она должна быть повсеместна. И сейчас нас везет замечательная супружеская пара Николай и Раиса на участок, где мы будем рыбачить. Рядом со мной, кстати, находится Сахая. Хочется, когда говоришь Сахая, хочется аплодировать. И Кирилл Матвеев с нами также. Нам крупно повезло. Да, Впервые это- увидим подлетную рыбалку. Да? да. И вообще действительно будет очень интересно, я думаю. Дорога у нас займет это где-то протяженность 35, около 40 километров. Вот, и буквально через некоторое время мы, соответственно, приступим к самой рыбалке. Действительно, если до обеда мы готовили рыбу, то после обеда выехали ее половить. Нужно отметить, что нам действительно повезло, так как основной вылов происходит в ноябре месяце, когда идет заготовка рыбы на зиму, в том числе, чтобы успеть ее реализовать к Новому году. Семья Никулиных же рыбачит на своем родовом участке практически весь сезон. Местные жители говорят, что мы привезли с собой тепло. Действительно, сейчас вот мы уже выехали на реку Индигирка, по ней у нас дальше пойдет дорога. Вот, и такой теплый весенний воздух. Хоть и большое обилие снега, если, допустим, сейчас в Якутске все уже тает, то здесь снег еще кристально белый, можно так сказать. Вот. Ну и, тем не менее, думаю, нам очень хорошо повезло с погодой, потому что мы стараемся вам показать именно подледную рыбалку, как она происходит, как, получается, добывают, ловят рыбу местные жители. Но я думаю, что чокурдахский балык – это, можно сказать, как бренд, поэтому очень символично, что мы это делаем здесь, в поселке Чокурдах.
что, друзья, сейчас мы прибыли на место, на рыбалке. Сейчас уже, как видите, чистится лунка. Это тот лед, который замерз, да, за неделю. Раиса Юрьевна будет комментировать, сколько нам предстоит проверить сетей. Нам предстоит проверить 5 сетей. Значит, вот здесь у нас 3 сетки, да, получается, вот посередине у нас основная будет. С основной сетки, с основной лунки мы проверяем 2 сетки, получается, да? Ага. Ну вот и сейчас вот это все прочистим. Сначала все чистим, только после этого проверяем. Понял. Сначала все подготавливаем. Так, и сейчас лед чем вычеркиваем? Вот это? Да, вот этой штукой, черпаком. Конечно, вот этим занимаюсь я. Да? Вытаскиваю лед и чищу лунку от снега. Да. Помогай. Ага. Да. Мы тоже так делали. Ага. Он продавливает, туда идет, а дальше вот так. Получается, надо все сюда собрать, да? Ага. Вот с этих с краев все собирается. Ага. А потом этот, как его. А когда там мало останется вот этого льда, очень надо медленно, вот так, чтобы она вот через дырки не ушла туда. Понимаете, да? Что очень медленно потом. Но сейчас можно как бы побыстрее делать. Потому что крупный лед есть. Крупный лед есть. Ага. Поэтому вот так с краев, чтобы вот при осмотре сетки, чтобы они вот эти не мешали здесь у нас. Ага. Ага. Все, понятно. Так, давайте попробуем. Давайте. Лунка-то широкая, тогда еще надо аккуратно, да? Ага, да, очень Не аккуратно подскользнуться. рядом. Ну а сейчас пишню взял Кирилл Матвеев. Вот, буквально завтра будет состоиться большой концерт здесь, в поселке Чукурдах. Вот, ну а сегодня мы познаем рыбалку, ловим чукурдахскую рыбу. Вот, и, как сказал Николай, вообще зимой, когда ну, вот, после того, как проверили сети, и сеть оставляется, лунка оставляется на неделю, то сверху прикрывается снегом. Да, делается такое теплоизоляция, потому что если этого не сделать, то в мороз вся лунка полностью промерзнет. А так как бы лунка замерзает, но не так сильно. Она будет вот такая, Ага. лунка. Ну хотя бы вот так прямо надо сделать, чтобы когда веревка или сетку вытаскиваешь, она как бы не дергалась. И края надо ровные, чтобы сетка не застревала. Ну. То есть Ой, осторожно. То есть делается внутренний конус, да, как, действительно, как юбка, да, становится? Да. Это в городе всегда удивляются, почему рыба, говорят, это Дорогая? Дорогая, да. Кстати, У нас да? это чуть-чуть поработать надо. Ну, работать-то ладно, это как бы свое хобби, а вот сама транспортировка же отсюда, вот логистика очень такая дорогая, поэтому рыба выходит такая. А так, вот на семью мы раньше ставили где-то вот по 10, по 12 сеток. Это в короткий день, вот полярную ночь, надо все это успевать делать. 10-12 лунок? Нет, сетей. Сетей? Ага. Это сейчас у нас только 5 сетей, Ага. а еще вот считай там 6-7 сетей добавочно. Еще в 2 раза больше, да? Да. А там световой день где-то час у нас. Еле-еле рассветает и тут же как бы темно становится. Сейчас-то хорошо весной. Мы в той неделе вообще все 7 часов вечера приехали с Раисой. Ух. И в 11 отсюда уехали. Кстати, а какую самую большую рыбу ловили? Вот она рассказывает. Сколько килограмм? Ну, где-то 20 килограмм было. Ничего себе. Такая, медленно. О. Ну, тогда разрешалось, а вот сейчас уже не разрешается. Закрыли, ага.
Буквально 3 недели назад вот этот налима поймали. Ага. Рассказывала она, да? Про налима, Ага. который... Большая с стиром-то. Три, Там три рыбы было внутри. Да. Одна совсем свежая была, и хвост торчал изо рта. То есть налим, который съел 3 рыб, да? Да. А, внутри был чир, да? Свежий чир, который пожарили. Да. Да? Историю там мы знаем просто для наших зрителей. А сейчас, друзья, вы можете наблюдать, как Николай готовит лунку. Тем не менее, даже после очищения. И вот по бокам был такой лед с острыми краями. И Николай посыпал снег на него, чтобы сетка не зацеплялась. Так, есть. Друзья, ну что, вот он, первый чир, которого мы поймали на здесь. Так, чуть не сказал на индигирке. Но это же не индигирка, да, это протока. Как? Протока Байдом. Вот. Еще одна. Друзья, тоже интересный момент. Действительно, вот окрас, можно заметить, что это 2 чира, но окрас у них разный. Вот смотрите, этот красноватый. И Николай говорит, что вот это местный, то есть он больше как озерный. Здесь большая яма, да? И он обитает тут. А вот это, ну это мы так назвали, что он пришлый. Все, он попал в эту протоку, скорее всего, в течение лета. И уже осенью не смог выбраться. И остался зимовать здесь. Вот сегодня вот такой вот экземпляр был пойман. Вот, и очень сильное различие. Тут такие красноватые оттенки есть. Так, ну что, третьей сети у нас ничего пока не было. Поймалась. Ой, вот тут я чувствую, что я тяжелее нормы. Проваливаюсь у нас. Вот. Бог любит троицу ветвей. Хотелось бы Николая и Раису поблагодарить за то, что они нас вывезли сюда. Показали Вам. очень интересный опыт, действительно, и прикоснуться вот так вот, побывать на севере и испытать на себе особенности чукурдакской рыбалки. Вот, огромное вам спасибо. Вам хотелось бы сказать спасибо, что приехали в такую даль, погостили у нас, отведали нашу рыбу. Вот мы сегодня вас угостили и рыбными котлетами, и икрой из рыбы. Вот мы очень рады гостям. Приезжайте к нам еще дальше. Будем как бы сотрудничать, рады. А это те кадры, которые не вошли в основной выпуск «Испытано на себе». Я думаю, ни для кого не секрет, что в условиях севера дорожная обстановка постоянно меняется. Сегодня ты едешь на участок на снегоходе, а через пару-тройку дней туда можно добраться и на микроавтобусе. Тут так и получилось, что после пурги дорожники почистили зимник, но попался вот такой достаточно сложный участок. Причем понятно, что туда мы спокойно спустились по этой горочке, а вот обратно пришлось немного попотеть. Ну, как видите, здесь такой склон. Снег рыбы.
Вот это да. Это ног. В этот же день вечером в этнокультурном центре Инди прошел улусный вокальный конкурс «Лучший голос Алайхи». Организатором мероприятия было Управление массового спорта, культуры и молодежной политики Алайховского улуса. Всего участников было 9 представителей районного центра, сел Оленегорска и Русского Устья. Конкурс проходил в 2 этапа. Оценивало конкурсантов жюри, в составе которого был и я. Добрый вечер, уважаемые жители и гости Алайховского улуса. Мы рады видеть вас в нашем уютном зале. Сегодня состоится вечер настоящего живого звука. Сегодня мы с вами отправимся в волшебный мир звуков и мелодий. Наши конкурсанты с удовольствием покажут свой талант, свое творчество, а самое главное – свой голос. Как видите, все участники были очень яркими и интересными, поэтому во второй тур прошли все конкурсанты. Диплом лауреата 3-й степени получила Алина Иванова. Едукин Сергей стал лауреатом 2-й степени. Николай Прокопьев получил диплом лауреата 1-й степени. Обладателем гран-при стал Влад Капусто. Он же будет представлять Алайховский улус в молодежном форуме Мусустар 2025. В 2025 году вы идете, проходите на участие в молодежном фестивале Мусустар в городе Якутске. Я думаю, что мы там обязательно встретимся. Вся эстрады. Пожалуйста, аплодисменты! Лучший голос Алайхи! Испытано на себе. Друзья, замечательное время года наступило. Это долгожданная весна, когда все благоухает. И, конечно же, весенняя капель, это цветы, подснежники, это пение птичек. И сегодня мы находимся в замечательном поселке Чокурдах Алайховского улуса, где тоже своя весна. Друзья, смотрите в ближайших выпусках передачи «Испытано на себе» нашу серию передач про этот замечательный край, где, несмотря на то, что весна немножко суровее, но люди гораздо теплее, отзывчивее. И, конечно же, все будет очень-очень интересно в наших выпусках. Следите за нашими выходами, за программой на канале Якутия 24.
На самом деле мы хотели уже практически ложились спать, но такое нельзя было пропустить. Сейчас, наверное, без ветрозащиты слышно, что ветер достаточно сильный. И то это я иду сейчас между домами, и тут ветер не так сильно задувает. Вот, но немножко поснимали на память. И сейчас идем домой. Ты же торопился, у тебя руки же замерзли. Вот. Ну ладно, нам показалось, что это настоящая пурга, но на следующий день нам сказали, что в такой ветерок дети на улице играют и вообще это обычные погодные условия для Чукурдаха. На следующий день мы посетили Алайховский музей природы тундры и охотничьего промысла имени Дмитрия Алексеевича Лебедева. Музей был официально открыт 6 ноября 1977 года под руководством старшего охотоведа Дмитрия Алексеевича Лебедева, ставшего общественным директором музея. В первоначальном виде экспонаты музея представляли собой выставку коллекций чучел птиц и животных тундры, предметы обихода коренных народов Севера, останков мамонтовой фауны, документов по истории района и книг. Музей является своеобразной визитной карточкой Улуса. О нем знают не только в республике Саха-Якутия, России, но и далеко за ее пределами. Экспозиции музея размещены по 3 отделам музея: отдел истории, отдел природы и отдел этнографии. Директор музея Лебедева Алена Дмитриевна продолжает дело своего отца Дмитрия Алексеевича, поэтому, когда будете в Чукурдахе, обязательно посмотрите на эти замечательные экспонаты. Сейчас мы идем на большой концерт Саха и Кирилла Матвеева, который будет в ДК в Доме культуры. Сейчас достаточно такая погода разгулялась, пурга. И надеюсь, что завтра к вечеру она пройдет, успокоится. Ну и вообще в целом завтра днем, во время проведения Дня охотника, желательно было бы, чтобы не было пурги, потому что весь день полностью проведен на улице. Жители поселка с нетерпением ждали концерт Сахаи и Кирилла Матвеева. Я же был ведущим концерта. Друзья, вообще, по идее, дома я старался сидеть на диете, но когда приехал в Чукурдах, нельзя здесь останавливаться, когда предлагают строганину, оленину. Все очень вкусно, но есть и в этом и минусы. Минус — это пресс шарика. Но костюм вроде бы нормальный. Застегивайтесь, пуговица. Видите? Прошиты титановыми нитями. Нет, лучше так. Фу. Все. Работаем. Ну что, сейчас буквально с минуты на минуту начнется большой концерт Саха и Кирилла Матвеева, звезд якутской эстрады. Я должен буду объявить, как бы открыть начало концерта, и затем также в концерте участвуют местные певцы, которые вчера очень хорошо себя, кстати, показали на конкурсе «Лучший голос Алайхи». Я думаю, конечно же, будет очень приятно всем их увидеть еще раз, потому что действительно голоса шикарные. Ну и сейчас уже гости собираются. Вот, несмотря на то, что ровно 18:00, уже начинают люди хлопать. Давайте посмотрим. Мы начинаем. Мощная музыка относится. Вот, у меня, если был на диете, скинул 5 килограмм, да, это был непомерный труд, да, поаплодируйте, пожалуйста. В общем, я приехал в Чукурдах, и за эти пару дней я набрал 10 килограмм.
Просто невозможно остановиться, да, то есть строганина, оленина, рыба, все очень вкусно, просто не хочется уезжать даже. Огромное спасибо. Вот, отличника культуры Республики Саха-Якутия, звезда якутской эстрады Кирилл Матвеев. Встречайте! Друзья, мы сейчас находимся в поселке Чокурдах, и у нас полный зал на концерте Сахая и Кирилла Матвеева. И вам большой пламенный привет из Алаиховского Улуса. Ура! Здорово, спасибо, отлично. Сергей, суперзвезда. Сейчас, друзья, исполняют песни участники конкурса «Волшебный голос Алаихи», который проходил вчера. Спел сейчас Влад Капуслов, обладатель гран-при, и сейчас выступает Сергей Дукин, лауреат второй степени. Действительно, очень мощные голоса, и в том числе очень хороший артистизм у ребят. И не отпускай, не отпускай. На следующий день, прежде чем поехать на День охотника, мы встретились с умелицей Раисой Никулиной. Вы только посмотрите, какие куклы она делает своими руками. С помощью своего искусства она передает не только внешнюю схожесть с человеком, но и его черты характера и увлечения. Вот, кстати, например, звезда якутской эстрады Легентей. Мне кажется, очень похож. Испытано на себе. День охотника – это одно из самых зрелищных мероприятий, которые я видел. Благодаря отличной организации и слаженности за небольшой промежуток времени команды показали все умения и навыки, которыми должен обладать охотник. Это стрельба из ружья и лука, заготовка дров, прорубание проруби, кипячение воды, перетягивание каната, гонки на буранах с элементами биатлона, передвижение на лыжах и даже викторина. Зрители и участники были очень довольны праздником промысловиков-охотников. Мы же, в свою очередь, желаем, чтобы такой праздник стал настоящим фестивалем, куда приезжали участники и зрители не только с района, но и всей республики и даже страны. А для нас это были незабываемые дни, проведенные в Алаихе. Уже скучаю по строганине, яркому солнцу и бескрайней тундре, а также по прекрасным людям, которые там живут. И я надеюсь, нам удалось передать вам настоящее северное настроение, где пурга – это ветерок, а 3 пойманных чира – не улов. Испытано на себе.